24 июня 2023 года лидер партии националистического движения Давлет Бахчели сделал в социальных сетях заявление о Рабии Кадир, известной как уйгурская мать, заявив, что надеется, что препятствия на пути ее визита в Турцию будут устранены. В своем заявлении Бахчели сказал: «Госпожа Рабия Кадир, неутомимая защитница уйгурского дела, в настоящее время живет в Соединенных Штатах и достигла возраста 80 лет. По каким-то причинам она долгое время не могла въехать в Турцию. На данном этапе я искренне желаю, чтобы препятствия, стоящие на пути визита госпожи Рабии Кадир в Турцию, были устранены и чтобы тоска по отношению к ее нации была облегчена. Партия националистического движения готова принять у себя госпожу Рабию Кадир». 22 июня Американо-Китайский специальный комитет по стратегической конкуренции в Палате представителей США опубликовал отчет о расследовании под названием «Быстрая мода и уйгурская резня». В докладе подробно изложены первоначальные результаты расследования причастности китайских брендов быстрой моды к принудительному труду уйгуров. Майк Галагер, председатель чрезвычайного комитета, подчеркнул в Твиттер, что цепочка поставок ничего не делает для предотвращения принудительного труда. В докладе также подчеркивается, что все компании, работающие в США, обязаны очистить свои цепочки поставок и обеспечить, чтобы китайское правительство не стало посредником в геноциде против уйгурского народа. Siemens продолжит наращивать производственные мощности и продвигать исследования и разработки на заводах, которые, как сообщается, используют уйгурский рабский труд. В недавнем интервью китайской пропагандистской сети Синьхуа в Берлине Роланд Буш, президент и главный исполнительный директор Siemens AG, заявил, что Китай является крупнейшим в мире промышленным рынком и что Siemens высоко ценит возможности, которые возникают с развитием китайского рынка. Президент Беларуси Лукашенко вмешался, чтобы разрешить кризис Вагнера, разразившийся в России, и встретился с Пригожиным с одобрения Путина. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Пригожин принял предложение Лукашенко о том, чтобы Вагнер прекратил наступление на российскую землю. После окончания мятежа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «Уголовное дело против Пригожина будет прекращено, лидер Вагнера отправится в Беларусь». Впервые Министерство юстиции США предъявило уголовное обвинение 4 китайским химическим компаниям и 8 гражданам Китая, которые были причастны к незаконной контрабанде химических веществ, используемых для производства фентанила. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретился в Пекине с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Встреча состоялась после того, как соглашение остановило продвижение группы «Вагнер» к Москве. Примечательно, что китайская администрация не делала никаких официальных заявлений относительно мятежа группы «Вагнера» в России, который закончился вчера.